В эту субботу в селе Никольское Лаишевского муниципального района прошел ежегодный русский народный праздник «Каравон». Президент Рустам Минниханов в своем поздравлении отметил: зародившись в стародавние времена и гармонично вписавшись в православную традицию, он глубоко укоренился на живописной Лаишевской земле, богатой своими природными красотами и незаурядными талантами. Каравон – это яркая звезда народной культуры, озаряющая нас лучами исконной духовности, подлинной соборности и живительного творчества. Особое звучание празднования Каравона приобретает в год культурного наследия народов России, среди целей проведения которого выделяются сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. В этом году Каравон юбилейный, 30-й. Специальными гостями праздника стал Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого и множество других самобытных профессиональных артистов из разных регионов России. Из гущи событий Михаил Любимов. Гармошка заиграла, значит, надо выходить и самой повеселиться, и других повеселить. Добро пожаловать на Каравон, на праздник, который по традиции собирает огромное количество гостей. И, конечно, в этом году мы с вами должны дважды благодарить Небесную канцелярию. Во-первых, за то, что этот праздник наконец-таки выпал на период между двумя ковидными волнами. Так что он может пройти сегодня вот в таком реальном формате, не в офлайн формате, что уже бывало, как вы помните, 2 года назад, в 2020 году. Тогда он проходил в офлайн формате. Правда, тогда почти 700 тысяч человек со всего мира посмотрели на это прекрасное зрелище. Сегодня здесь людей поменьше, около 30 тысяч. И за это мы должны второй раз благодарить Небесную канцелярию, потому что мы встречаем этот Каравон, как мы боялись, не в зимних пальто и не под снегом. Правда, может пойти, конечно, дождик, но это не самое страшное. Сегодня юбилейный праздник, но главное, без сюрпризов. Веселить публику печальную. Приезжаем сюда, потому что здесь весело, красиво, звонко, радостно. По-русски. Ты была на все углы обтерла, на витрине хрень лежал. Ты его исправила! В этом году впервые в честь 30-летнего юбилея праздника проходят здесь разные совершенно какие-то новые абсолютно мероприятия, которых не было раньше. Вот, например, есть вот такие мероприятия. Это конкурс резчиков по дереву. Здесь собрались люди со всех уголков страны практически. Вот это из дерева, да? Из дерева. Удивительно, я никогда бы не подумал. Это надо как-то очень крупно показывать, чтобы понять, сколько тут труда надо вложить. Слушай, а зачем этим заниматься, когда можно пойти в магазин и купить любую корзину за... Нет, извольте, вот грибы собираешь, если корзина пластмассовая, гриб ложишь, он сразу черный становится. А, вот экологически что. Чистый материал. Корзина, которая грибы не портит? Нет, да. Вот в чем. А грузи положил пластмассовую, он сразу чернеет, и все уже. Вроде забытое такое ремесло, а вот вы занимаетесь. Ну, оно интересно мне. Сейчас же все машины делают, это станки да эти, а это считается... Души нет. Да, а ты считай, тут работаешь и свою душу, частичка души там вот это ставишь. Мы из русской деревни Старый Чекалдак. Поете давно? Давно. Поем, как Всю жизнь поем. Ну, а коллективу наш... Я слышу, что всю жизнь... Слышу. Я бывала, всем давала, что сказала, не сдаюсь. А кому чего и сколько, ни за что не раскалюсь. Ну, вы даете, да. А я на сарафане, петухи да петухи, я сама не косана, женихи. Как вам праздник-то? Да хорошо очень, отдыхаем. Вот с утра встали 2:30, коз подоили, печи стопили, сумку собрали и бегом. Это вы сейчас мультфильм как будто какой-то рассказали. Правда так и было, У что ли? меня 2 козы, Да. да, 4 козленка. Поют еле слышно у самой земли цветы луговые, цветы луговые. Это консервы из леща. Из леща. Я первый раз такое вижу.
хочется пересадить всех, кто кушает сладости, шоколадки, на все-таки правильное питание и на правильные сладости. Хочется дать всем леща, да? Ну, и так тоже. Когда я смотрю вот на эту идеальную форму, ну, очень красивая штука, вопросов никаких нет, конечно, очень все классно. Но когда я смотрю на эту идеальную форму, меня не охватывает такой трепет, когда я смотрю каждый отпечаток пальца. Да? Я согласна с вами, да. Вот вдруг почему-то, когда смотришь на эти вещи, они ведь из нынешнего нашего времени. Вы, наверное, вчера ее сделали, но ты начинаешь чувствовать что-то, да? В тебе просыпается какой-то зов предков. Да, обязательно. На самом деле мы очень рады, что сюда с желанием приезжают не только Лаишевского района, приезжают со всей республики, проезжают наши гости из других регионов. И я хотел бы, чтобы вот этот праздник, он с каждым годом расширялся и креп. Большое спасибо. Бигзу рахмат ва разгада. Вообще к каравону, конечно, есть разные отношения, и давным-давно это разные отношения. Кто-то говорит, что он стал похож, ну вот, например, на эту балалайку. Вроде что-то такое огромное, вроде народное, но не настоящее. Ну, наверное, можно с кем-то из них согласиться, но, тем не менее, мы должны понимать, что, да, праздник стал очень помпезный. Он стал очень популяризированный, но зачем? А затем, что мы ведь видим здесь с вами сегодня не реставрацию, а презентацию этого наследия. А наследие нужно грамотно презентовать. И именно поэтому вот этот весь размах мы с вами и видим. Потому что этот праздник не заканчивается в 6 и не начинается в 10. Он длится круглый год. Каждый день это наследие изучается. И затем здесь нам в какие-то считанные часы презентуется. Для того, чтобы мы, конечно, прониклись к нему особым уважением, особым трепетом и занимались этим не в один майский день того или иного года, а каждый буквально год. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.